уже надо на ту сторону. Вдоль Лены. Через фарватер и так далее. Где Жека пошел, это наша дорога. Там время от времени меняется полоса, там две полосы идет, как и там, собственно говоря. Открывает то одну, то другую сторону. Например, если надо будет подливать, усиливать, то пускает по другой полосе, которую уже усилили, а эту подливают, ну и так далее. Сейчас пока что еще холодно, температура на улице у нас сейчас минус 22 показывает. Вот. Все, спустились на реку, ребят. Едем по реке. Где-то в апреле уже будем ехать практически по воде. Машина грязная становится. У меня, друзья, возникает вопрос. Давайте подискутируем на эту тему. Почему здесь не сделают мост? Уже у меня было много в комментариях, но, честно говоря, не видел реально, кто может быть в курсе, из-за чего это происходит, почему нет моста. Ведь это несложно сделать мост богатому Якутскому краю, чтобы можно было спокойно переезжать. Может быть, здесь навигация приносит хорошую прибыль, морская навигация, ну или речная. Так, все, мы уже на этой стороне почти на берегу, ребят. Сейчас вдоль берега проедемся еще. Короче, у Женьки адрес другой выгрузки, у меня другой. Его разгрузят, говорят, сегодня, а меня неизвестно пока. Все, ребятки, берег. Кто пересек речку, можно остановиться, здесь есть парковочка. Или кто еще не пересек, в принципе. Жека направо, а я налево. Че, Жека, пока увидимся. Вот это вот, наверное, одна единственная улица широкая. Здесь вот, когда выезжаешь, ну, с переправы, где, ну, можно проехать грузовикам в город. Бабушкина, по-моему. Но движение грузовикам здесь запрещено. Температура воздуха в самом городе также минус 22-23 показывает. Сейчас это норма, наверное. В середине марта. Сегодня 15 марта, друзья. Дистопливо 59,50. 60 рублей. Это, друзья, объездная дорога. Это не центр города, не подумайте. Поподробнее покажу город Якутск, хотя бы по его окраине. Вот сейчас мы подъезжаем к центральной улице, которая сворачивает в центр. Мы туда, конечно же, не поедем, а поедем прямо. А прямо это будет как раз вдоль реки Лена, по обочинке, грубо говоря, сбоку города самого, города Якутск. Почти везде, ну, можно сказать, везде, но здесь поворачивать направо нельзя.
прошлый раз, друзья, я приезжал, было холодно. Были большие морозы, 40-50. И поэтому все деревья, все провода были в инее, во льду, как я думал. Сейчас, видите, намного с этим попроще. Ведутся стройки, вот новые дома. Может, года 3 назад здесь были только стройки. Сейчас уже выстроился, можно сказать, микрорайон. И продолжает строиться. Вот, пожалуйста, новое здание. В общем, друзья, я в Якутске на месте разгрузки. Все. Единственное, что парковочных мест для фур нету. Это плохо. Не могли бы эту территорию специально сделать, да, для этого? Спокойно бы. Нет. Пока это никому не нужно. Жду тут своей очереди, ребят. Смотрите, какие у нас чудо-техники подъехали. Вот такая вот чудо-техника. Ни хрена себе. Бурлак называется. Бурлак. Да. Вещь. Вездеходы Макарова. Пулемет Калашникова, да? А вездеход Макарова. Так же, как и пистолет. Российское изобретение. Самоделка, как будто, такой на вид. Колеса подкачиваются, краники стоят водопроводные. Все как положено. Ну, вообще интересная тема. А? Ну, я бы вот, ты бы стал вдоль дороги, чтобы не мешать там. А я бы сюда вплотную стал. Прям сюда вот мог снег там, ну, вот здесь. А, там я встал. Ты стал бы, как вот, они ворота откроют, ты поедешь, там чуть взял и поехал. Она мешать не будет. Так вот раньше стояли. Здесь стояли по 2 машины, ну просто тут, Ну, или даже 3. Прижму, мне не А потом как ты будешь выезжать? Тебе первому заезжать же? Ну, какая разница, ты заедешь. Ты приехал первый, ты заедешь, нормально будет. Меня подождешь, какая разница, вместе поедем. Ну, можно так. Там что-то капает. Соляра. Солярка разлилась или что? Лишнее. А, лишнее вытекает. Ну, понятно. Да, колеса серьезные. Еще как он управляется? Руками? Ну, вообще тяжело, легко, там рычаги или что там? Нет, руль. Руль обычный. А мотор от УАЗика? Дизель? Ямс. ЕМЗ? Каменс. Каменс, понял. Так это вообще самоделка или это производство такое? Вот все написано, сайт. Ну что-то как-то жидкое, да, производство? Почему? Ну что, крупнее? Да наоборот. А Там- что, трикол лучше, что ли? А? Трикол лучше. Трикол, знаете, что такое? Ну, УАЗики такие, да, или что там? Пластиковые, Пластиковые? трехосные, шестиколесные. Ага. Алюминий лучше гораздо. Ух ты, легкого давления, да, смотри? Низкого. Тонет. Еще не тонет. Так он за счет колес держится? Лодка же у него вот под низом. Ну и сама еще лодка, понятно. Прикольно. Карданы.
Воруем технологии. Двигатель Каменс. Лебедочка. Честно говоря, вот я что думаю, тут слабое. То, что рычаг может завернуть. Это да. Короче, это основное назначение, да, их для них. Еще какая категория на нее нужна? А3 это что? Прицеп или как это? Или это как это? Механизатор широкого профиля? А? Карданы, привода тут не, да? Но. Ну, 3 салонных такое, 2 салонных котла стоит, 1 двигательный котел стоит. Помпы стоят, чтобы воду откачивать с лодки отовсюду. Видишь, контрагаечки. Все как положено. Там еще стоят колесные редукторы, я смотрю. Получается, так она работает. Приветствую. Что за аппарат? Очень серьезно. Очень. И масло только равинол. Откуда приехали? А вот, ребята, Едем мы вон наоборот. оттуда приехали. Ну, наоборот, да? На Чукотку, Ванады. Тут делать нечего на таких машинах. Тут и так нормально все. Ну, что могу сказать? Неплохо. Работали какие-то, да? Ну, я говорю, это дизель. Прикинь. Вот эти лестницы убираются, я так понимаю. Вот так вот раз. И все. Что это заработало? Насос. Колеса? Все блокировки, все мосты отдельно, все через насос включается. Ни рычагов, ничего нет. А масло это что, сальник погнал? Да, ромашку, но ее подкрутить надо было, ага. Ходят, они проваливаются и попу вылазит. Здравствуйте. Экспедиции. Вы? Вы? Мы нет. Нет? Мы вот так привезли тут стекловату. А вот ребята с экспедиции, наверное, не знают, куда они там. Выше. Ну, мы вышли так, это чисто. Посмотрим, это же чудо, юдо, рыба-кит, как говорится. Такое я вообще не видел, ну вот, пожалуйста. У нас морозы 50, 55, постоянно, да? Не постоянно. В перевалах в основном, в низинах таких. Понятно. А вы такая, так что, геологоразведка или что это вообще? Работа. Нефтяные Перевозки. грузоперевозки? От поселка к поселку? Офигеть. Нам только самолет может долететь. А прицеп или что там? Нет, или только на себя? Только на себя. Да, радиус поворота у него небольшой. Друзья, мне заказали в Хабаровск такой напиток, называется якутский бальзам. Вот здесь вот он был. Своя копейка. 438 рублей 0,5. 32 растения. Вот так вот. И олень нарисован. Похожая бутылка на Егермейстер. Вот, 2 штуки взял. Это как презент будет. Вот. Ну что, друзья, зима официально завершилась уже 15 дней назад. Но не в Якутске. Здесь на это никак не похоже. Здесь похоже на то, что здесь зима еще продолжается. А вот здесь вот спрятался магазин «Светофор». Прям по-другому не скажешь, спрятался. Но, наверное, все про него знают. Территория, как говорится, низких цен на продукты. Я здесь прошел и не заметил его. Просто шел оттуда, уже не торопясь. И увидел вот эту вывеску. Сбоку это выглядит как какой-то старый заброшенный ангар, друзья. А здесь лицевая часть. Похоже на магазин. Когда-то, когда я впервые приехал сюда, в Якутию, это было здесь. Я искал дорогу, не знал, как ее найти. И в итоге раньше здесь можно было на фуре завернуть. Тут не было еще забора, не было еще бордюрного, наверное, камня. Ну, в общем, здесь мы заворачивали и протягивали вот вдоль этого заборчика. И там останавливались.
Не знаю почему, но сейчас тут как-то узковато. Можно завернуть со встречной полосы через двойную сплошную. Вот. И вот здесь вот помещалось примерно, ну, 3, примерно 4 машины. Можно было стать. Вот, останавливались здесь. И когда впервые я сюда приехал, я не помню, может во второй раз, наверное в первый, познакомился я с Евгением, Женей, о котором вы все знаете. Хозяин красненького, красной машины, на которой сейчас я работаю. Мой друг. Мой одновременно и босс, наверное. Он говорит, я боссом себя не считаю. Работаем и все. В общем, вот так вот, ребята. Наступило утро в Якутске. Первый день мой, можно сказать, здесь прожит. Вчера приехал, переночевал. Значит, и был я только и Эдик Эдуард. Вот на этой машине. Вот мы стояли вдвоем, он стоит уже 2 дня. Вот ребята подъехали сегодняшней ночью. Вот эти ребята. А я что? А я сейчас завтрак, друзья мои, туриста. Вот так он выглядит. Значит, колбасы вчера купил. Доширак. Ну, не знаю, я, ребят, не люблю готовить. Тут есть кафешки, я смотрел, 2 штуки. Ну, ничего страшного, с утречка. Наверное, подавлюсь дошираком. Это у нас картошка. Чайничек уже у нас поспевает, сейчас засвистит. Позавтракаю. Хочу сказать одну вещь интересную. Вчера вечером, засвистел, приехал, пока я ходил в магазин, приезжал ко мне сюда подписчик, стучался в дверь, меня не было. Эдик сказал, что я пошел, скоро приду. В итоге вечером пришел человек. Сейчас. Друзья, поспел чайник, отвлекся немножко. Ну, вот так вот выглядит мой завтрак. Чай, хлеб с колбасой, картошка. Ну, есть майонез еще, правда, кетчуп, если можно добавить. Ну, ладно. Не про завтрак. В общем, друзья, вчера вечером приехал ко мне подписчик. Я уже спал. Правда, проснулся, не помню зачем. То ли что-то завести мотор, не помню. И стук такой в дверь, тук-тук. Парень. Ну, мужик. Мужик в настоящем смысле этого слова. Александр Эверстов. Саша, привет тебе. Очень приятно, что такое вот отношение. Не знаю, меня смотрят люди и даже, можно сказать, находят уже по машине. У меня, смотрите, на машине нету ни наклеек, там, ни, я не знаю, там я писал раньше Владимир, там, Вова Драк и так далее. Сейчас этого нету, и то нашли. Но это будет у меня все равно висеть. Сейчас я панелью занимаюсь. Вчера, ладно, про панель потом. В общем, Саша, я жду, значит, с тобой встречи, ты сегодня обещал приехать. Ну, вчера так получилось спонтанно все, а сегодня ты приедешь целенаправленно. Ну, честно говоря, ну, даже какая-то дрожь, что ли, так, я не знаю, как это разобраться, ну, с самим собой, что ощущение приятное, что тебя уважают, что видео смотрят, и отношение такое, вот прям, я не знаю, вот он приедет, сказал, что подарит там кое-что, в общем, покажу. Думаю, что встречу нашу я сниму, посмотришь. А по машине, друзья, я все время все делаю, скажу, что ты панель-то не можешь сделать, да, никак, вот опять ты наложил. Это я уже вчера вечером выложил, думал, может за вечер сделаю, но что-то подустал, потому что ехал я в авральном режиме сюда, добрался. Но вчера я позанимался вместо панели, например, вот у меня, помните, висела вот эта штука вот здесь, я ее сюда клал. Вот это болталось у меня перед лицом, помните, перед камерой. Вот, это у меня на одном саморезике была, но это ладно. И не на что было вешать, вот этой штуки не было. То есть она отломилась и куда-то потерялась. И я вчера заколхозил вот такую вот штучку из подручных средств. Теперь я ее сюда буду вешать. А я уже сюда ее клал, какое-то время ездил. Очень неудобно туда доставать ее в 3 приема. Потом там кнопки нажимаются, радиостанция меняет канал и так далее. Ну, в общем, сделал ее. Дальше, помните, я покупал 2 антенны, вот вчера повесил 2-ю антенну. В связи с тем, что зеркало не Huawei, а просто китайское. У меня даже наклон зеркала такой. Ну, может быть, это задумка такая. Нужно поставить 2-е зеркало, и там тоже будет такой же наклон. 2-е зеркало лежит у меня на базе. Вот. Что я сделал? Вот эту пластмассочку поставил. Помните, у меня провода там торчали? Что-то еще я делал, не помню.
какие-то по мелочам. Ну, в общем, друзья, занимаюсь. Вчера тоже приехал, позанимался. Вот, в магазин сходил немножко, даже видео подснял. Вот, а сегодня у меня должна быть выгрузка в 9 утра. Сейчас еще около 8. Рановато. Ну, погодка нормальная, как я говорил, меня как будто Якутия любит. Она встречает меня по трассе и провожает. Все время хорошая погода. Ну, это, возможно, совпадение, ничего страшного, можно и так сказать. А возможно и не так, друзья. Может быть, что-то в этом есть. То, что как ты относишься к кому-либо или к чему-либо, такое отношение дается в ответ. Ладно, друзья, буду завтракать, а потом покажу вам кое-какие интересные вещи, когда Александр Эверстов приедет. Выяснилась такая новость. Вот смотрите, я приехал вчера, да, никого не было. А вот приехал человек. А у него назначена разгрузка на 16, а сегодня 16, а у меня на 17. Человек где-то по дороге задержался, там забуксовал или просто дома кушал или спал. Он приехал вовремя, он не торопился никуда. А я сижу здесь и, получается, жду его. То есть, как бы я поехал побыстрее, да, но здесь вот меня разгружать не будут. Подошел человек этот, который ответственный за разгрузку, и говорит, что ты будешь третий. Вот он у него на 16, если мы не разгрузим его, то у нас будут проблемы, потому что у него на 16 и он приехал. То есть он уже есть 16-го. Вот так вот. Вот так вот. А у меня по документам на завтра. Ну, не очень хорошо, ну что делать. Друзья, все обклеил. Короче, я попробовал большими пластами, не получается. Это уже штучка старая, она в некоторых местах к этой прилипает, там к той, в общем, кусочками, ребят, ничего страшного. Главное, что все сейчас на месте, все работает. Тут вот болтики я закрыл, чтобы если что не стучало. Здесь тоже болтик. Вот так вот все это выглядит. Все, отверстие, все есть, ничего не мешает. Сейчас буду ставить панельку. Панельку приложил. Прикручивать я еще не буду ее. Вот здесь прикручу, чтобы она особо не прыгала. Ну, может, вот здесь в пару точках. А там у меня еще не просверлено, еще ничего не доделано. Вот снял вот эту. Помыть надо. Почистить. Продул уже ее сейчас воздухом. Продолжаю, друзья, подготавливать пластмассочки там к ремонту, к установке, потому что половины у меня не хватает, видите, все сломано. Ну вот я сейчас стою, ничего не делаю. Ну, что, занимаюсь, пока занимаюсь. Все это нужно. Потихоньку машинка приведется в порядок. Выглядит вот так. Продолжаем. Теперь это выглядит вот так, ребята. Вот так. Сверху будет еще шпаклеваться, краситься и так далее. Здесь еще трещинку надо сделать. И еще последний штришок. Вот это была отломана штучка. Надо ее тоже спаять. Приветствую вас, господа северяне. Сейчас я попробую вот так вот. Вот так вот. Это тоже ваш подписчик. Здорово, Саня. Привет, Саня. Это первым делом. Так, это что у нас? Это, ты говоришь, там такая штука, которую можно сырую. Да. Вот так вот делаешь. Как называется? Это чиз, ну это маленький, он пилять называется. Как Пилять. пилять? Пилять или пилять его называется? Да, Понял. Ага. Сейчас посмотрим. Чем занимаетесь? Как зовут? Дима. Дима, очень приятно, Вова. Тоже ваш подписчик. Очень приятно, здорово, ребят. Ну заходите сюда. Что там стоять будет? Заходите, один сюда сядет, другой сюда сейчас сядет. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Вот, ребятки, капец. Как приятно. Вот этот приезжал в категории Е, да, человек? Ну, тоже я смотрю. Он там всем дарил подарки. А я не стараюсь там показывать особо что, да?
Да вот сюда, заходи сюда, садись сюда. Да, садись. Вот здесь можно ходить, это можно наступать. Сейчас это уберу вот так в сторонку. Вот это, чтобы не валялось. Это вам якутский конь. Якутский конь. Еще сейчас рыбу посмотрим. Вот коня надо рассмотреть. Охренеть. Я думал поехать какие-то сюрпризы, ну как это называется, сувениры найти. Вот это якутский конь настоящий, да, он такой богатырский такой вот прям. Они все такие у вас, да? Ага, вот Мощные. видите, это И вот сбруя. наш этот орнамент якутский это. Ага. Сколько над этой? Вот такой Как вот. он назывался? Ну вот, короче, вот так. Вот Я такой, название вот такой, забыл. вот такой, да? Это украшает. У нас Исэх же есть, национальный праздник. Ага. Как Вот. называется? Исэх. Эсэх? Ага. Эсэх. Это по-якутски Новый год. Я его куда-нибудь этого коня поставлю вот где-нибудь здесь вот он будет стоять у меня. Я не знаю, тут у меня полочка будет. Ну, короче, где-то будет на панели. Я потому что, когда начинал свой канал, ребята, я поехал вот в Якутию ездить сюда. И у меня канал назывался «Дальнобой 2714». Именно так. А потом у нас продали машину, где я работал. И у меня получалось, что я не смог больше на Якутию ездить. Но я очень этого хотел. Я прям вот искал работу. Я думал, на скамейке, на скане буду ездить. И в итоге меня потом переименовал на дальнобой 27 просто, потому что я на Якутию перестал ездить. Ну не знаю, как сейчас все сложится. Может быть, опять верну. Или что-нибудь такое назову. А Именно- почему драк? Драк. Ну, драк это от того, что драг-рейсинг. Я увлекался в свое время драг-рейсингом очень сильно. И у меня это хобби еще осталось. Это как хобби. У меня есть машина Суарер, которую я готовил на драг-рейсинг. Но так и не сделал. Он у меня сейчас в гараже стоит. Он на ходу, все там. Но Какой год? 85-й. 1985 год. Таких машин уже нету, ребят. У меня, значит, была возможность, я купил машину 93-го года, взял из нее двигатель, коробку, компьютер, мозги, все дела. Машину продал по запчастям, но она была поломанная, битая. И мне двигатель этот оправдался, все, что я забрал. То есть вот так. Но зато сейчас там стоит такой двигатель, который в то время еще не ставился. Ну, GZ, знаете, да? Движет GTE, твинтурбовый. То есть это легенда тоже, вот эти GZ. И я вот фанат этого. У меня может быть время немножко, а может быть немножко. Я хочу, чтобы у меня было, что я буду заниматься машиной дальше. Сделаю машиной выходного дня. Хочу вообще свой автосервис и так далее. Но сейчас я работаю, мне получаю удовольствие. Мне нравится вот эта работа. Я езжу тоже, когда на Якутию едешь, у меня душа радуется всегда. То есть красота такая. Да. Холодильника у вас нету, да? Холодильника нет, вот здесь должен быть. Вот здесь должен быть, возможно, поставлю. Вот, там дальше буду. Я эту рыбу положу, заверну в пакет и на улицу туда, в телегу положу. Там у меня есть где сохранить ее. Так, кстати, рыбу не посмотрел. Посмотрим. Еще раз, как же пелять. Пелять. Это маленький чих. Маленький чих. Вот так. Шик, 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 и кожу сдираете. Ага. И потом шик, шик. Ее надо Ну, солить можно или что-то вот там? так. Да, можно солить. Перцем, Можно. да? Да. Надо посмотреть, как приготавливать, да, правильно? Да Или там не- просто соль обычно делают и все, больше ничего там. это вторая красота. Моей жене понравится. Я ей фотографию сейчас отправлю. Скажу, меня вот ребята угостили. Это капец. Она будет рада. Прям на нее смотришь, как будто вот сейчас Вы- можно есть. Вы её. его не жарьте, вы вот так покушаете. Именно ну, я понял. в сыром виде. Понял. Я вообще рыбу не особо люблю. Я, можно сказать, вообще не люблю. Лично я. Меня жена очень любит. Я потому что сам приехал сюда, в Хабаровск, приехал с Камчатки. Мое детство прошло все на Камчатке. Ну, и там одна рыба была постоянно. Рыба, рыба, рыба. Любая там вот эта красная икра. Я на нее даже не смотрю. Вот она есть дома, мне жена даже не предлагает. Потому что она знает, я не хочу. Там, как, положено. Ладно, короче, потом я сфотаю, надо сейчас ее выложить, чтобы это не замерзло. А положи, пожалуйста, на подножку туда, на улицу, чтобы она не таяла. Ну, вот дверь открой, там на подножку положи. Тут у меня тепло. Я вот время не теряю, сижу. Ремонт идет, да? Все время. Ну, машина старая, машина была уставшая. Вот сижу, вот эту, вот, допустим, вот я сейчас на эту убил уже около часа. Вот это было отломано, это сломано, вот это все отломано. Это чем поедете? Это боковинка вот здесь была у меня, да? Ну и буду ставить ее. Вот. Сделаю. Сидушку, вот эти все есть. Я это снимал чехлы недавно. Они такие были грязные. Вот эта ткань не было видно. Оно было вот как блестящее, черное. Я думаю, как так? Вот это все снял, разобрал, поролон помыл, он порвался, из 10 кусков склеил. С учетом того, что у меня панель разобранная, все разобрано. То, что еще с машиной там много всяких дел, да, там с прицепом много дел. Вы любите копаться там. Пока вот это, я не очень люблю, но пока, и вот сижу, да, сейчас,
Я могу сейчас лечь на подушку там и спать, но зачем надо мне, да? Поэтому я, ребята, что-то делаю, вот паяльничек у меня тут, все. Паяльником. Вот ее протыкаешь. Я, кстати, видео делаю на эту тему. Вон, протыкаешь, ну это я уже потом специально вот так попротыкал. Мне говорят, бокситкой. Бокситка или там специально двухкомпонентная есть, со стекловолокном. Я занимался раньше кузовщиной, ребят. У меня был автосервис, знаю, как примерно делается. Шпаклевка выдержит. Так, ребят, что вам чайком угощу, Вот да? это- Сейчас самовар Не поставил. надо мне. Не надо? Просто воды есть холодной? Вода, конечно, есть. Какой хотите. Вот, так что смотрите. Можно чай сделать. У меня У есть... вас газовое оборудование, да? Вот это? Нет, это у меня запчасть, которая у Женьки сегодня. Мы с Женькой ехали, ему она в этом рейсе понадобилась. Получается, что что-то зацепилось. Хотели отсюда взять запчасти, но они не подходят. Это запчасть китайская, от, не знаю, как влагоделитель, но он что-то, не знаю, какой-то он не влагоделитель. Просто лежит, и я не убрал его. Жара, говорю, у вас. Жара? Ну, я могу потише сделать. Я просто сижу тут, когда ничего не делаешь, сидишь. Оно это, ну, прохладно. Как вот? Сейчас. А можно, знаешь, я приоткрою форточку, вот это окошко там. Да, можно там открыть. В городе побывали? В город, вы знаете, я хотел бы вас спросить, куда можно сходить достопримечательно посмотреть? О, Мне сказали, такие новый места? каток, 202 квартал. ага. Туда надо, можете вечером. там, Да? А национальный можете Атласовым заехать. Это Атласово? Мне надо записать, ребят. Рижский тракт, усадьба Атласовых есть. Он этим Сейчас я запишу вот это, записная книжка. Вот Атласов так и сыраны. Очень хочу посмотреть. Я так проезжал по городу на машине. И было дело, я пешком даже приезжал в центр, где площадь Ленина или что там. Там чуть-чуть ходил. Так, сейчас. Как, ребят, говорите? Усадьба Атласовых. Усадьба. Атласовых. И вот там, вот где усадьба Атласовых, за ними еще есть. Тоже национальная. Там Усадьба можно Атласовых. зайти даже в вечную мерзлоту. Там в Это горе- там есть? В горе есть, ага. Там- Далеко отсюда? Нет. Далеко. Ну, Белюшки- сколько? Белюшки Ну, тракт. это на машине ехать надо. Ну да. Ну, сколько? На автобусе туда не доедешь. Автобус ходит, только тут такие автобусы здесь не ходят. Ага. Это вам надо на 14 садиться, да? И в центре на 7 автобус надо вам садиться. Так, это в какую сторону? Не этот, не, Это вот тут близко, по не, идее. не Жатай, там, Тюхтюр, там нет, не в ту Нет, сторону. нет. Вот в Тюртюре это же есть, да? Ну где вот Ну, переправа. слалом. А, слалом там есть, да? Не знаю такой. Тюртюре. Там гора есть, да? Да, И подъемники, да? Ага. О, как! Сколько мест! Я там тут приезжаю, а у меня же никого не было. Вот вы у меня первые, кто якуты знакомые. Да вы чё? Да, первые, вот с кем я так Сколько общаюсь. ездите, да? Ну, я езжу, вот я приехал, здесь сижу. Ну, вышел там, поговорил с кем-то. Сейчас я начал вот видео выпускать, у меня подписчики стали появляться. Вот видите, вы пришли, мне начинаете информацию, мне так интересно все это. Про Якутию очень интересно. Тут вам машину надо, по идее, и покатать машину. О, Может быть, подписчика попроси. ну вот надо телефоны записать, я запишу. Когда вот сейчас разгружаетесь, да, Угу. сегодня, и потом сколько можете постоять? Ну, по идее, сразу надо ехать. Сразу. Чем быстрее, тем лучше. Это сегодня точно разгрузитесь, да? Если сегодня разгрузят, то до 5, Ну, сейчас до 5 часов. Если меня разгрузят, то хорошо. Если нет, я буду опять стоять до завтрашнего дня. Вот, И у меня вот время так- будет. Вот так тогда скажете, где мы на маленькой приедем. Ну, вообще будет здорово. Прям просто превосходно будет. Если мы сможем с вами прокатиться. Да. Ну вам город весь покажем. Ребята, я буду вам очень благодарен. Ребят, что такое ТИТ? ТИТ. Есть ТИТ и БЯ, я еду по дороге. Тит, ребята, вот тит это по идее, да, дерево. Это, тит, есть такие, ну вот ездите же, да? Перевал ТИТ. Но Тит. с чего назвали его? Мне говорят, какой-то мужик там был. Сосна была, да. Тит это по-русски, по-русски сосна была. Лиственниц или как? Подожди-ка. Нет, не лист. Пихта там, не знаю. Ага. Вот, тит, ну это, По-моему, лиственница. знаете почему? Это тит, это такое дерево, да, у нас, которое, ну, жесткое дерево. Твердое, типа как листвяк называют его, да? Называют листвяк, оно твердое, который тяжелый, А вот твердое. этот перевал, потому что жесткий, А, поэтому вот из-за его тоже этого? так же назвали. А, вон он о чем. Это придумали местные жители, да? Ну, наверное, это в какой веке, наверное, там они передумали. Первопроходцы, наверное, там. Понятно. Ну, сейчас-то там как? Тоже так же. Вот я, допустим, вижу, вот машинка вот какая зашла, не зашла, рядом стоит со мной машина, рядом.
Ага, вот. Вот у него один сзади один мост. У него вот это спереди вот это откидается, у него уже крючок уже висит. Все, висит крючок, он вот даже не снимает его, потому что он знает, что он не заедет. Он в большинстве случаев всегда цепляет, кто-то помогает. А на американцах, Я же вам рассказывал, да, вот вчера он вот ехал. он ехал, медленно ехал, да? Да, вошел. Думаю, а тут же односторонний же. И пробка создалась. Что, думаю, он там, с кого там едет-то? А я не знаю, что он Да, ехал. это, да. Я не знаю, что он Ну, ехал, вот почему это медленно. вот. Но я не спрашивал его. И ну, получается, он вперед меня пойдет. Сейчас, да? Да, потому что он на 16 число, понимаешь, все, кто 16-го, они уже уехали. Они уже выгрузили, уехали. А он ехал медленно, поспал, отдохнул, покушал. У него смотрит график, мне надо 16. Он приехал вчера, понимаешь? А я быстро ехал, не спал, мне нужно было быстрее. Я приехал, а он отдохнул, его вперед. Это вот так получается, что все, кто в теме, они понимают, они стараются быстрее, они не тянут до последнего. И получается, я сейчас из-за него стою. Я бы мог поехать, деньги зарабатывать, да, дальше. Ну, туда, а потом обратно, туда, сколько обратно. времени-то? Сколько времени сейчас? Сейчас в местной 11:56. Это местная. 11:56. 12 часов. Почти обед. Это вот машину вы засекаете тут, он сколько его разгружает? Ну, я не смотрю. Нет, нет. Да я знаю, что машины, тут контейнеры приходят, они без очереди. Вот сколько будет контейнеров, да, я не знаю, они без очереди. А почему? Получается в день обычных наших машин 2, 3, 4 максимум. Это же все, да? Это тоже туда. Это тоже ребята туда. Да, у вас они уже большого подъехали. много стало. Ну Вчера вот, же вас только ну было. приехали вот А ночью. вот этот, который с вами... Вот сначала вот этот приехал, а тот уже уехал, все. Я говорю, ты меня не жди. Его зовут Эдуард, Эдик. Вот, не жди, езжай, что ты. Ну и поехал он. Ну вот как раз мы пошли же в магазин, я тут остановился и у него спрашиваю. Ну, ждал, что-то не дает. И он такой, да он по магазину пошел, наверное. Что-то он не сказал. Ну я тоже, мне покушать надо было, да, я думаю, вот это вот, который напиток Вот я тут взял. светофор же есть. То я Вот потом туда увидел, ехали, я да? потом увидел, нет. Я мимо него прошел, я его не заметил, он там спрятался. А обратно иду, смотрю, ангар и светофор вот этот. Думаю, думаю, интересно. А потом прохожу, точно, эта вывеска есть, которая центральный вход, я думал, не работает. Потому что сбоку как заброшенное здание какое-то, ангар. А так, второй этаж, Ну вот второй этаж, это так и не пользуетесь. я могу взять с собой Как полка, да? кого-то в рейс, там, друга, там, жену могу с ребенком даже взять. Тут смотри, кровать, она почти двухспальная, ну, полтора спальня. Там тоже, то есть я могу наверх залезть спать. Просто если когда очень холодно, например, ну, такого редко бывает, здесь хватает. Шторки закрываешь и залазишь туда, там тепло наверху, еще теплее, чем внизу. Но мне не приходилось пока, она у меня как полка. Ее можно открыть, ее же вот так поднимаешь. Ну, мне так нравится, я так сделал себе. Да, конечно, сидеть же нормально, не Да, мешает. мне не мешает, все, и там то сложил. Пока у меня еще процесс, Вот так же плохо смотрится. у меня, ребята, процесс идет еще процесс. Я еще не все устаканил, видите, ни шторок, ничего нету, я это вы сделаю со временем, потихоньку, потихонечку, да. Если машину не продадут. У меня там один А подписчик, Это, что, на продаже это стоит? еще нет, она не на продаже. Вот он сказал, что я продавать не буду ее. Если бы она была на продаже, я бы не Это устроился. Вот этот синий на продаже был, да? Синий-то, да, это другая фирма была, его на продажу. это другая. Его продали. Продали. Очень неожиданно. Вы тоже там что-то его хотели, да? Я Где-то думал, кредит что я дают. думал, что буду работать на нем, а в итоге получилось, что не это. Ну, не знаю, вот так вот шефу пришло в голову, что надо продавать их срочно. А почему срочно? Потому что мою машину, которая вот это была, я ее хорошо сделал. Она выглядела презентабельно очень. Да и капот открываешь, да и куда ни посмотришь, я там кардан покрасил, там вот лазил под низом, все там чистил, знаешь, рама ржавчина, и раз почистил, покрасил. С коробкой вот 2 раза снимали коробку. Это она другой, красная Вольво. А, вот. Ну, там работы было, во-первых, много, а во-вторых, машина тоже на продаже была. И я подумал, мне это надо. Я вот сколько отдал своего личного времени. Я хотел для себя это сделать. Не для директора, чтобы он продал, деньги заработал, а себе, чтобы я мог ездить потом. Огонечки там хотел уже это, на телегу, там, ну, чтобы все красиво было. Ребят, дай бог, если получится, вот эту я сделаю. Заберите. Я ее, если надо, если будет ее на продажу вопрос, я ее заберу, наверное. Так вот, скорее всего. Вот А так это у вас сейчас, Крутая, да? ну, это там было видно где-то, да? Я Да, один да. на скане, Да. это служба Что там написано? авиационной безопасности. Моя же тоже смотрит. лежит Что там вдвоем, написано, и да? Смотрим, ага. Что там написано у него, говорю? Служба что-то безопасности, говорит, написано.
Нет, ну какой безопасности? Хорошо же не видно было. А потом какой-то серии уже увидели. А, телефончик, давайте, ребят, обменяемся. Сейчас. Сейчас добавить. Где-то у нас добавить. Так, ну все. Дима, Якутск. Постоянно на связи. Дима, Якутск. Все, Саша тоже у меня Якутск уже есть. Ребята, вот вы у меня первые ВКонтакте с Якутска, с кем хорошо познакомились. Я с вами сфоткаюсь, да? Да, давайте, проблем нету. Эту снимать надо, вот эту штуку, да, сниму? Пускай будет, Да. чтобы видно, что блогер был. Да. Ну А давай, вечером еще хорошо пофоткаемся, Раз, если не увидите. давайте. раз, два, три. Да, отлично. Вот этот, который руки так морозил, он нормальный? Короче, я ему звонил. Звонил, говорю, как у тебя дела, как что. Он сказал, что ему было подозрение, что могут вообще отрезать руки с самого начала. Потом сказал, что могут 2 пальца отрезать. А потом звонил, сказал, что ничего не отрежут, все нормально. Все сохранилось, ногти облазят ногти. Новые уже растут, но он уже работает. Он уже на такси работает, я, говорит, на Якутию больше не поеду. Ребят, все, пока, спасибо большое. Ага.